Новости в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Усиленный режим работы введен для спасателей в Якутии. Пригороды Якутска подключат к высокоскоростному интернету. День экскурсовода отмечают сегодня во всем мире. Подразделения МЧС перевели на усиленный режим работы в республике. В период праздничных мероприятий будут выставлены посты пожарной безопасности. Всего задействовано более 360 человек личного состава и свыше 80 единиц техники. Сотрудники МЧС России обращают особое внимание граждан на соблюдение правил пожарной безопасности. Не перегружать электрическую сеть, не использовать неисправные электроприборы и не оставлять детей без присмотра. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо сообщить по телефону 101 или 112. Свыше 1000 единиц медоборудования приобрели в Якутии для борьбы с COVID-19. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова в ходе отчета правительства в прямом эфире. Также она подчеркнула, что, несмотря на все вызовы и препятствия прошлого года, работа учреждений здравоохранения не останавливалась. Так, все медорганизации продолжили работу в штатном режиме. Помимо этого, успешно продолжилась работа по строительству новых медицинских объектов. Модернизация первичного звена здравоохранения не останавливалась и работа по нацпроекту здравоохранения, все цели которого были успешно достигнуты. А в Нерюнгринский район накануне поступила вторая партия вакцины «Спутник Ви». Напомним, первая партия уже использована в полном объеме. Привиты 1050 человек. Случаев серьезных побочных эффектов не зафиксировано. Желающих привиться много. Это лица старше 65 лет и работники предприятий. 700 доз для района недостаточно. О поступлении следующей партии вакцины будет известно после использования текущей. За то время, пока у нас не было вакцины, записалось через госуслуги 220 человек. Всех мы их приглашаем, проводим им вакцинацию. Также с сегодняшнего дня открыт портал госуслуги для записи на вакцинацию. Работает телефон колл-центра 59 133. Соответственно, работать будем сегодня, завтра, в понедельник, 23-го у нас выходной, и 24 числа мы также продолжим вакцинацию. И, наверное, такое количество вакцин мы закончим уже буквально к середине, наверное, следующей недели. Создание сети из 18 центров амбулаторной онкологической помощи планируется в республике к 2024 году. Так, с 2019 года уже открылись 13 центров. При этом, несмотря на пандемию, в прошлом году они заработали в Вилюйском, Ленском, Хангаласском и Алекминском районах. За каждым центром закреплен свой куратор. Один из первых открылся весной 2019 года на базе Якутской городской больницы номер 3. До его создания для курса химиотерапии пациенты должны были ездить в республиканский онкологический диспансер. Теперь же они получают лечение в своей поликлинике по месту жительства. При этом режим работы центра полностью зависит от графика химиотерапевтических курсов. Порядок выплат на детей от 3 до 7 лет изменится в республике. Об этом сообщила министр труда и социального развития республики Елена Волкова в ходе ежегодного отчета властей. Сегодня величина выплат равна половине прожиточного минимума, а после 1 апреля будет зависеть от глубины нуждаемости семьи. Так, семья сможет получить средства в размере 50, 70 или даже 100% от прожиточного минимума, то есть от 17 тысяч рублей. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разрабатывает дополнительные критерии, определяющие получателей пособия. Социальную поддержку опекунским семьям Якутска оказывает молодежная организация «Подросток». Так, детям помогают подготовиться к экзаменам, восполнить пробелы в образовании. Также там проводятся творческие мастер-классы и спортивные тренировки. В прошлом году общественной организации исполнилось 30 лет. Специалисты оказывают помощь всем, кто нуждается в ней. Вот на сегодняшний момент у нас в реализации находится 2 гранта. Один грант называется «Клуб опекунских семей»,
Это, значит, у нас есть клуб, куда входят опекуны, это бабушки, дедушки, старше 50 лет, у которых, значит, дети находятся под опекой. Это внуки могут быть, племянники. На сегодняшний день у нас более 50 семей и где-то около 100 детей. Значит, в рамках этого проекта у нас проходят различные мероприятия. Пригороды Якутска подключат к высокоскоростному интернету. Первыми доступ к оптоволокну получат уже в мае этого года жители села Марха, в том числе микрорайона Сатал. Предварительная стоимость проекта 69 миллионов рублей. Вопрос о подключении назрел давно. А пандемия коронавируса и переход на дистанционный режим показали, насколько проблема нуждается в быстром ее решении. Ульяна Шагина подробнее. Решением этого важного вопроса займется подрядная организация «Диапазон», соглашение о сотрудничестве с которой подписала окружная администрация столицы. Первая линия волоконно-оптической связи появится в микрорайоне Марха уже в мае этого года, а вместе с ней ждут расширения своих возможностей ученики и педагоги Мархинской школы. Как практика показала, когда мы начали обучаться на дистанционном обучении, у некоторых семей детей не было доступа к интернету. И вот мы очень обрадовались, когда в мае у нас будет доступ к высокоскоростному интернету, и все проблемы, которые сейчас выявились, решатся. По поручению исполняющего обязанности главы столицы Евгения Григорьева была разработана дорожная карта по развитию волоконной линии. Сейчас она находится на стадии утверждения. Согласно документу, развивать территорию будут как в северном, так и в южном направлении от Якутска. Работы в Мархе уже начались. Далее по северной стороне оптоволокно протянут через Капитоновку, Кангалас и Тулагина, включая район Белого озера и Хатынь-Юряхское шоссе. Это порядка 240 километров волн с охватом более 15 тысяч домохозяйств. При этом стоимость интернета обещают не завышать. Диапазон нацелен на то, чтобы цены были такие же, как в городе. Мы являемся городским округом города Якутска, и будет несправедливо, если мы будем в пригороде платить за высокоскоростной интернет больше. То есть цена будет зависеть от того, какой тариф будет? Да, от тарифного плана. Долгожданный интернет, да. В данное время у меня, например, дома нету интернета, будем ждать май месяц. У меня трое детей. 2 школьники, 1 младший. Ну вот во время дистанционки, допустим, как обучались, если у вас дома интернет нет? Ну, покупали интернет, сами и через телефон, через планшет уже заходили. В Сон-Сатал количество домохозяйств увеличивается в геометрической прогрессии. Только в зимнее время здесь проживает более 2000 человек. В основном все пользуются интернетом уходящей эпохи ADSL, скорость которой не достигает и 5 мегабит. С приходом новых информационных технологий эта цифра достигнет уже 100 мегабит в секунду. Это нынешнее время самое необходимое для, не только для работы, но и для учебы. Рядом нашим сотам тоже лежат 5 сотов, которые тоже освоили земли, но у них тоже пока оптоволокна нету. После Мархи и Сатала оптоволокно начнут прокладывать в сторону Хатас и села Пригородное. Это более 95 километров линии и порядка 3000 домов, в которых появится долгожданная связь с внешним миром. В целом строительство оптики в пригородных поселках столицы планируют завершить уже к 2022 году. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск, Марха. Автобусы начали курсировать из Якутска в спорткомплекс «Техтюр» уже сегодня. Новый маршрут протяженностью почти 49 километров начинается с 203-го микрорайона города. Отмечается, что оплата принимается только наличным расчетом. Стоимость проезда составляет 150 рублей. Победителя 28-го кинофестиваля «Окно в Европу» Степана Бурнашова чествовали в Амгинском районе. На церемонии зрители смогли пообщаться со съемочной командой фильма «Харахар». Они рассказали о работе над фильмом и поделились планами на будущее. Напомним, фильм «Черный снег» является обладателем гран-при кинофестиваля в Выборге, а также Степан Бурнашов получил приз за лучшую продюсерскую работу от гильдии продюсеров России. Помимо этого, картина возглавила список лучших отечественных фильмов в 2020 году, по мнению Esquire. От имени администрации Амгинского района режиссеру вручили сертификат на приобретение нового автомобиля. Мы жили в Самарсуне, а потом вот уже с 8-го я учился здесь, в Амге. И, Амгинская земля очень
красиво. Наверное, это тоже в какой-то мере повлияло на мое подсознание. И я считаю, что вот Амга – это одна из самых значимых мест для меня. Сегодня Всемирный день экскурсовода. Принято поздравлять сотрудников музеев и туристических агентств. В преддверии праздника наша съемочная команда побывала в одном из старейших музеев Сибири и Дальнего Востока – Якутском государственном музее имени Ярославского. Об особенностях работы экскурсовода узнавала корреспондент Агафья Гоголева. Работа экскурсовода престижна и интересна. Труд хорошо оплачивается и не бывает однообразным, нудным и монотонным. Сотрудник музея Виктор Васильев ведет экскурсии уже 3-й год. Свою деятельность находит занимательной и творческой. Приходится очень много читать, изучать и, в принципе, знать всю экспозицию музея. По работе также приходится общаться со многими интересными людьми, а также экскурсовод, он, кроме всего этого, помогает еще и по другим музейным делам, разные мероприятия, и все это, конечно, сопровождается работой с людьми. Если бы вы хотя бы раз попадали на экскурсию, то обращали внимание, как сотрудник музея подробно рассказывает об экспонатах. Возникает ощущение, что человек знает абсолютно все нюансы, касающиеся выставки, а порой в дополнение может рассказать и чуточку больше. Но такой объем знаний приходит не просто так. Перед тем, как устроиться на работу в музей, нужно сдать экзамен. Ровно месяц потребовалось нашему герою, чтобы изучить всю экспозицию музея. Первую экскурсию я проводил для своих сотрудников, сдавал такую вот контрольную экскурсию проводил, и после этого уже для посетителей мне было намного проще. И, соответственно, первая экскурсия для экскурсантов, посетителей музея прошла без особых проблем. Любимыми экземплярами музея Виктор назвал мамонта и росомаху. Данные исторические объекты являются также самыми популярными среди посетителей. Мамонтовая фауна, в принципе, довольно пользуется большой популярностью у экскурсантов. Там мы можем стоять порой до 20 минут, даже при желании, конечно, экскурсантов. Экскурсоводов справедливо можно назвать всезнающими людьми с широчайшим кругозором и неутомимой жаждой познания. Ведь они по крупинкам собирают удивительные факты, а также всегда имеют собственное мнение о тех или иных событиях. Агафья Гоголева, Илья Сыромятников, Якутск. Такова информация к этому часу. Еще больше новостей на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Берегите себя и своих близких.